Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на уроки по казахскому языку. И тема сегодняшнего урока – это падежи, а именно именительный падеж атау септык. Атау септык отвечает на вопросы «кто что». Кым – это кто, не – это переводится «что». Во множественном числе атау септык отвечает на вопросы также «кто что», но на казахском языке это звучит как кымдер – это кто, нелер – что. Атау септык именительный падеж используется для названия лица, предмета или явления в предложении. Давайте разберем атау септык именительный падеж на примерах. Слово бала переводится как ребенок, отвечает на вопрос кым, кто в единственном числе. То есть окончаний никаких нету, как записано слово в словаре, так оно и остается без изменения. Просто остается бала, ребенок. Или слово «тау» переводится как «гора», отвечает на вопрос «что», «не», в единственном числе, без каких-либо окончаний, как и записано слово в словаре. А во множественном числе уже прибавляются окончания множественного числа. То есть будет «балалар», слово «балалар» уже отвечает на вопрос «кымдер», «кто», переводится «дети». Прибавляются окончания множественного числа, в данном случае они выделены красным шрифтом, окончание «лар». И также в слове таулар прибавляется окончание множественного числа лар. Разберем также этот падеж на примерах в предложении. Ол хат жазды, он написал письмо. Ол местоимение отвечает на вопрос кым, кто, он. Он что сделал? Написал письмо. К слову ол мы не прибавляем каких-либо окончаний. Следующее предложение көктем келді, пришла весна. Слово көктем отвечает на вопрос что. Весна что сделала? Пришла. Также единственное число, здесь нету никаких окончаний. Следующий пример. Собак басталды. Урок начался. Собак отвечает на вопрос что? Не. А вот в следующем примере уроки начались, то прибавляется окончание множественного числа к слову собак. Получается собактар басталды, то есть уроки начались. Здесь следует помнить то, что в единственном числе не нужно прибавлять никаких окончаний, а во множественном числе, соответственно, прибавляются окончания множественного числа. Никаких больше окончаний не прибавляется, и этот падеж является самым легким и легко запоминается из всех остальных падежей. Ну а следующие падежи мы разберем также в отдельных видео, так как тема обширная и является очень сложной. А на этом данный урок завершен. Спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.